Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. У кого ты не выходишь из головы? Кто это человек? О чем он думает? Будут ли какие-то действия от этого человека? Загадай, пожалуйста, на себя, только лишь на себя. И давай-ка вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Человек, который сейчас с вами на удалении, на расстоянии. И человек, который как будто бы частичку вас с собой забрал. Когда уходил, с собой забрал. С этим человеком у вас точно что-то было. У кого-то отыграются отношения, брак, пара вы были, да, а кто-то просто познакомился и общался. Человек как будто бы что-то у вас взял эмоцию, чувство, а может быть действительно что-то взял, что-то ваше взял на память, например. Человек где-то прям совсем далеко находится. Либо далеко, либо есть какие-то непреодолимые препятствия вот именно в данный период времени. И рядом с этим человеком сейчас находится женщина. Женщина, которая делает все, да, чтобы этого человека рядом с собой удержать, задержать, удержать. Знаете, как опутала его со всех сторон, как такая, знаете, паучиха, да, и у него нет никаких возможностей, кроме как думать о вас, кроме как мечтать о вас. Вот что происходит. Давайте я сразу на оракуле тоже посмотрю. Просто интересно, что это за человек такой. И для вас это тоже будет как предиагностика. Почему он оказался в такой ситуации? Что вообще происходит? Человек явно сейчас с другой женщиной находится, либо в семье у другой женщины находится. Кстати, у кого-то может отыграться, что это другая женщина, например, его мама, да, так тоже может быть. Он там привязан либо какой-то обязанностью, либо какой-то, опять же, эмоцией. Человек, который сглупил, очень сильно сглупил, он это понимает, он это признает, и вы тоже это все понимаете, но, как говорится, обратного хода нет. Либо, по крайней мере, так сложились сейчас обстоятельства, что обратного хода нет. Причиной тому, что нет обратного хода, является, скорее всего, какая-то его ложь. Что-то он вам о себе не говорил, либо не рассказывал, что-то он от вас скрыл, утаил. Опять же, да, мог примерять какие-то маски. Да, вот карта, которая, видите, тут и матрешки, и маски, и кривые зеркала. Да? То есть он, возможно, боялся, что вы узнаете, кто он есть на самом деле, либо узнаете какие-то его там грехи, прегрешения, и сами от него отвернетесь. Знаете, действовал на опережение, но сам себя обманул, сам себя наказал. Да, вот так идет. Человек, который живет надеждой на то, что все еще повторится, либо возродится, либо будет момент, когда он сможет обнулиться в ваших глазах. По крайней мере, это то, что придает ему силы дальше жить. Да? Мечты о вас, мысли о вас. Вот он о вас мечтает, как о самом прекрасном, самом желанном и самом ценном для себя. Кстати, у кого-то из вас отыграется, что человек постоянно
где-то вас наблюдает, либо собирает о вас информацию, либо в соцсетях как-то за вами подсматривает. Может быть, кто-то ему собирает информацию о вас и передает. Для этого мужчины вы просто воплощение красоты, женственности, всего самого прекрасного, манящего. Знаете, тут и единорог нарисован, и женщина-хранительница. Он вами восхищается, девочки. И вот лучше, чем вы, он никого не знал. Никого не знал. На вас у него очень серьезные такие мысли, планы, намерения. Видите, по этому дереву, по гнезду он хотел бы с вами создать семью. Либо если была уже с ним семья, да, он хотел бы вернуть это время, чтобы быть с вами опять в семье. Мечты, желания. Он на вас загадывает. Так, ну и эта карта, надо как-то ее немножко прикрыть. Давайте так ее закроем. Что голенький человек. Так, ну а здесь пока, видите, как нет возможности снять эту маску перед вами, нет возможности все вам объяснить, рассказать, как-то перед вами, я не знаю, покаяться, раскаяться, признаться. Но человек об этом думает, он над этим работает. Знаете, с одной стороны я хочу, а с другой стороны я боюсь. Да? Я боюсь. Не станет ли это правда, которую я про себя расскажу, моим крахом? Да? Не станет ли это точкой, какой погребальной плитой на моей любви? Девочки, я вам так скажу, с этим человеком у вас еще обязательно будет встреча и очень серьезный личный разговор. У кого-то даже отыграется, что не один разговор. Как-то постепенно вы будете об этом человеке узнавать правду. Вот как она есть. Правда, знаете, правда может и убить на самом деле, да? Здесь будет очень много моментов, когда вам захочется просто встать и убежать от этого человека. Ну, слишком много он, конечно, тут и масок, и каких-то ролей сыграл. Правда, она на самом деле ужасна. То, что он скрывает, это ужасно. Но все в жизни бывает, да, и так прям судить, рубить пока не стоит. Думает о вас, мечтает о вас, хочет вас, боится, что вас навсегда потеряет. Давайте я еще посмотрю на эту женщину вообще, кто она такая, почему она имеет такую власть над этим мужчиной, почему он как в ее руках, да, почему он не может порвать эту паутину. Так, ну. Так, ясности больше не стало. Ну вот как хотите, эта женщина с ним связана, это семья. Либо жена, либо действительно, как я сказала, мама. Женщина, ну вот видите, фокусник, да, которая умеет ловко управлять ситуацией, которая умеет творить чудеса и в плюсовом, и в минусовом значении. Женщина, которая умеет, я не знаю, запугать, настращать, как-то усугубить краски. Либо она очень тонкий психолог, либо она применяет магию. Да? Почему у нее так получается? Женщина, которая ищет своего какого-то счастья. Она желает, чтобы все было по ее желанию, по ее мечте, вот так, как выгодно и хорошо ей. Ну, теперь понятно, почему он тоже в масках. Эта женщина тоже, видите, как выдает себя не за то, кем является. Женщина. Явно женщина обладает какой-то силой. Обладает. Она всегда разная, она всегда подстраивается под ситуацию. Либо ситуации подстраивает под себя. Знаете, она серьезный враг, она серьезный соперник. Теперь мне понятно, почему так происходит. И этот знак для меня тоже теперь стал понятным. Здесь знак клевера. Видите, вот такой клевер, но он пустой. Здесь высшие силы вас с этим человеком развели в свое время.
Именно высшие силы и именно развели. Почему? Потому что та женщина, которая сейчас удерживает вашего мужчину, для вас была очень опасна. То есть она могла причинить вам непоправимый вред. Ну, если говорить простыми словами, да, могла, например, на вас там порчу навести, либо могла подстроить вам какой-то случай, да, несчастный случай, кого-то подговорить, подкупить, да, могла нанести вам действительно вред. И высшие силы сработали мудро и быстро. То есть они вас разделили, разлучили. И из-за этого вы не вместе. Хотя эмоции к этому человеку вы испытываете достаточно серьезные. Вас уберегли вот этим разрывом, расходом, разводом, расставанием. Вас, именно вас, мои девочки, кто зашел на эту отсыпку, уберегли от вреда, от негатива, от каких-то тяжелых пагубных последствий. Да, вот видите, как бывает. Казалось бы, такая легкая, простая тема. У кого вы не выходите из головы, а тут, видите, какой у нас сюрприз оказался. Теперь понятно, почему ее так показали паучихой, которая полностью опутала этого человека. Ох, девочки, если бы вы знали, от какой беды вас спасли высшие силы. Даже вот я сижу, да, опытный эзотерик, и мне сложно взять себя в руки, чтобы продолжать эту отсыпку. Аж голова закружилась. Ладно, что вы должны знать? Вы должны знать, что несмотря на то, что вы сейчас с этим человеком не вместе, те чувства, которые вы испытываете к этому человеку, либо те воспоминания, которые у вас сохранились об этом человеке, и его любовь, его чувства, это все настоящее, и это все еще в жизни у вас повторится. У вас с этим человеком идет встреча, идет разговор по душам, где все карты будут раскрыты. Пусть не сразу, пусть не одномоментно, но вы все узнаете про него, про его жизнь, про его тайны, про его секреты, про эту женщину вы все узнаете, абсолютно все узнаете. Встреча с этим человеком у вас произойдет приблизительно, да, вы все разные, поэтому говорю приблизительно. Приблизительно в следующем году, где-то на смене весны-лета, да, на смене сезона, весна-лето. В это время у вас произойдет встреча, в это время у вас произойдет разговор. Раньше не будет, потому что вот эта паучиха не допустит. Смотрите. Он придет ровно тогда, когда избавится от этой паучихи, либо избавится от этого влияния, да? Всепоглощающего влияния. Угу. Я не могу сказать, что там произойдет, как он от нее там избавится, этого не показали, но показали, что у нее дорога в одну сторону, у него в другую сторону, то есть он от нее получит свободу. Кем бы она ему ни приходилась, он от нее получит свободу. Как только будет свободен, сразу прибежит к вам. Это однозначно ваш бывший, причем именно тот человек, кто больше всего наследил в вашей жизни, потому что он у вас забрал, что-то унес с собой. Любовь, да, сердце ваше похитил, похитил вашу нежность, да, ваши желания, да, что-то забрал с собой. Чувства есть. Чувства есть, воспоминания есть. Кто-то гонит эти воспоминания, кто-то блокирует чувства. Но, девочки, это так не работает. Все равно этот человек вам не чужой. Вы, где-то 90% уже поняли, о ком я говорю. Несмотря даже на то, что это общая отсыпка. Да, это он. Да, он думает о вас. Да, он виду не подает, сидит там, как мышь притаился, молчит. И вам кажется, что он живет своей жизнью, все у него хорошо. А может быть, вам кто-то даже рассказывал, что все у него хорошо. На самом деле плохо. Плохо. Он не живет жизнью, он проживает жизнь. А как ему жить? Он ведь вас любит, он о вас думает. Совесть мучает, сердце не на месте. Да. Разговор. Все решит разговор между вами. Вы будете в неравных позициях. Вы на высоте, он пониже. И он будет вас о чем-то просить. Простить, понять, принять. Я не знаю, о чем будет просить, но именно в такой позиции показали.
Девчонки, когда он вам снится, этот ваш бывший, в эти моменты ему как-то особо плохо. И вот эта сильнейшая эмпатия, которая между вами, она вам его показывает. Действительно показывает. Я вам еще такую вещь скажу. Вас в жизни никто так сильно не любил, как любит этот мужчина. Пусть его любовь не такая уж там нежная, прекрасная, не в лепестках роз, но она настолько сильная, настолько чистая, настолько природная, не знаю, какая-то божественная. О такой любви, конечно, да. О такой любви песни поют, да, и в книжках пишут. Тогда вы спросите, зачем обидел? Это не он вас обидел, это вас высшие силы защитили. Понимаете? Высшие силы защитили. Он не хотел от вас уходить, он не хотел с вами прощаться и не стал бы этого делать, если бы высшие силы не вмешались. Он здесь ни при чем. Это именно высшие силы вас разделили для того, чтобы вас спасти, мои хорошие. Так идет. Клевер на вас вышел. Пустой клевер. Да, если бы он был полный, то это был бы знак удачи. Да, удачи, когда высшие силы дают, не забирают. У вас вышел пустой. Забрали. Забрали, но забрали во благо. И это не насовсем, да, забрали на время, на время. Тот сосуд любви, который между вами был, он еще наполнится. Наполнится именно эмоциями. Пока этот мужчина до вас дойдет, тут еще один человек будет за вами ухаживать. Вот именно ухаживать, уделять вам внимание, там, встречи, свидания, кто-то даже в отношения с этим человеком успеет сходить. Но вы прям будете для себя понимать и ощущать, что нет, не мое, не то. Кому-то будет не хватать по эмоциям, кому-то будет скучно, кто-то в принципе даже, да, вот какая-то физическая брезгливость будет. За вами будет ухаживать человек. Ну, как раз будет время сравнить, да, сравнить, понять, для себя какую-то даже переоценочку сделать. Непростая отсыпка. Но знайте, что вы не случайно сюда попали, не случайно об этом узнали. Вы должны об этом были узнать, чтобы вы этого человека лишний раз тут не проклинали, не гневили небеса, не вспоминали дурным словом. Знаете, что он ни в чем не виноват. Не хотел от вас уходить и никогда бы по доброй воле от вас не ушел. Здесь именно высшие силы его выкинули из вашей жизни. Да, вас разделили для того, чтобы вас спасти от той женщины, с которой он связан. Ну что, подождите, потерпите, не так уж и долго осталось. Да? Скоро все сами узнаете. Скоро все, вы узнаете всю правду. Вот как она есть, узнаете. Да, шокирует, да, будет неприятно, но это будет правда. Чистая правда. И потом уже подумайте, что делать с этим человеком. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя и знайте, что все в жизни не случайно. Всем пока-пока.